Вот почему не горят фонари. Каждый второй сушит сухари. Жадность подруга, тут с нею на ты. Честным быть, как пешком до луны, это взятки. Коррупция, взятки. Коррупция. Купил себе круз, подсудил людей. Честная игра не лучшая идея. Договорный матч, рефери, арбитр. Занеси конвертик, твоя карта бита. Взяточка, карман главному на поле. Какой, блин, чемпионат, тут монополия. Разговор короткий и не о футболе. Честная игра. Ты чё, на приколе? Коррупция. Короче, парни, второй тайм будет тяжелый. Сейчас судья будет нас убивать. У меня был неприятный разговор с судьей. Я точно знаю, что он будет делать, то, что ему сказали. Может, я видел, как человек заходил, я не знаю, сколько там денег он занес. Но нам будет очень тяжело. Поэтому потеряли мяч, ничего страшного. Не надо догонять, ломать, трогать. Вообще ничего нет. Вообще ни на стык не идем. Там сейчас будет все, провоцировать будет. Судья вам что-то будет говорить. Вы же только что видели, сколько офсайдов было на ровном месте. Там уже счет должен быть 6-0. Поэтому спокойно. Главное, держите ему мяч. Кого-то из наших задели. Фол есть. Лежим и делаем вид, что умираете. Ясно всем? Да. Всем понятно? Да. Что тебе надо? Я с Виблужи, там Бастыктар и спонсоры. Короче, планы поменялись. Акшажук и стадион для Лиги Чемпионов не готов. Я им сказал. Адильбек, ты можешь нормально объяснить? Вот тут на всех хватит. У всех семьи дивиденды. Это братишка не мандос. Ты хочешь, чтобы мы слили матч? Не-не-не, вы играете так же. Ну, чуть слабее. Вы все равно 2-0 выигрываете. Какая разница? Адильбек, иди нахрен отсюда. Я о вас переживаю. Иди нахрен отсюда, я тебе говорю! Иди отсюда! Как играть, а? Короче, парни, я не знаю, сколько здесь денег. Никого я осуждать не буду. Хотите, берите, хотите, не берите. Но сегодня вы должны выиграть этот матч. Потому что Кукин братишка там нас не поймет. У пацанов мечта сделать денег, построить большой дом, не смотреть на ценник. Она судьба, не балуюсь с рождения. И каждый новый день это один и тот же понедельник. Раскидать бы долги, кредиты, коммуналки, съемные квартиры, пробки, мигалки. Стоим, курим у магазина, обсуждаем подорожание бензина. В целом вот такая вот картина, а нам бы на моря, чтобы все красиво. А пока мы пахнем и цветем, ничего, скоро заживем. Как после этого еще что-то продолжать говорить? Мама, Пацаны, я раскидаюсь. мне похрен то, что этот Адильбек сказал. И мне насрать на желание руководства. Вот из-за таких, как он, у нас не развивается футбол. Так что идем и показываем, как надо играть в футбол. Понятно? Да! ең үздік мобильді байланыс операторы актив. Екінші тайм Әлімжан Асқар және Дидар Қадыров екеуміз сіздермен бірге бұл ойынды тамашалауды жалғастырамыз. Кеттік. Наши педали на биг триплей, еще
Мен түк түсінбедім, ойындар туғызған жұмбақтас, бірақ төреші сарғағазда әділ футболшысына көрсетіп жатыр. Да, я абсолютно с тобой согласен сейчас, Жан, потому как арбитр, я бы как будто не замечаю фолов со стороны команды Жумбахтаса. И каждый раз свистит только в пользу формально гостевого коллектива. Так можно легко потерять нити игры. Все это может привести к тому, что будет происходить большое количество стыков, ну и, соответственно, большое количество травм. Гол өткізіп алғаннан кейін жұмбақтас футболшылары қарғын босты сапқанда аяқ жатқан жоқ, ойын тәртібі жиі бұзылды. Мен осы сәтте мысалы әділдің біраз футболшысын аяпта кеттім. Надеюсь, что нам только так кажется. А мы напоминаем, что генеральным партнером трансляции является лучший оператор мобильной связи «Актив». Трансляцияның бас серіктесі «Актив», ең жылдам интернет. Дамы и господа, мы продолжаем. Достаточно жесткий стык, и оказывается на газоне капитан команды. Не мой давай, братишка это не оценит. Что сказал? Братишка, говорю, не оценит. Это уже актерский мастерство. В принципе, всем было заметно, что настоящего столкновения не было. Отошли! Вставай, давай! Попали! По местам! Отошли! Мұнда енді төреші міндетті түрде сарғағас көрсететін секілді. Да, он показывает желтую карточку Мундарбаеву. Красную Ибрагимову в этот момент. Во! Красная карточка. Вот так. Я же говорил, что все будет нормально, а? Напрямую может повлиять и после этой встречи. Что такое нормально, сиди? Все. Ты протащи тут все. Я сосудки всадник тебе красную. Клоун, коррупционеры, понял ты? Шоу. Must go on. Все нормализуется, все выровняется. Окей. Меніңше енді Дидар Ибрагимов деген бір себеп болған сияқты осында бір жағдай болғандай бір артық сөз айтып қойды ма деп ойлап отырмын тіпті. Так или иначе, Адель ведут в счете 2-0, но удастся ли им сохранить преимущество после такого? Қорғаушы қарсыластың артынан қалмай жүгіріп бара жатыр. Негізі бүгін жеңіске жету үшін барын салатын секілді. Пенальти? Вот теперь судья начал работать. Это один из самых резонансных моментов в этой встрече. Я думаю, вообще во всем. Что вы делаете? Что там, красную дали? Желтую дали? Что еще хотите дать? Пенальти на ровном месте. Он судить умеет, Добалды Алиханы Класс ол Жұмбақтас футбол клубының көшбасшысы. Соққа және сәйт қайтарушы қаны қақпашының қарсылығында Заур Әшімов керемет сейв жасады. Есеп өзгеріссіз 2-0. Подожди, Жан, потому как арбитр указывает на то, что этот Иди пенальти забей был сам. перебит. Кто-то из игроков Иди команды забейте Адель сам гол. нарушил И правила. все, и ничего не будет. А это не слишком палевно, а? Что пенальти будут перебивать? А мне похрен. Ты не можешь судье помочь. Жетпіс бесінші минут және матчтың бас қатысы Әділ футбол клубының бас бапкерін қуып тастады ойыннан. Қызыл қағаз көрсетіп жатыр. Мұндайды біз күтпедік шыны. Там будешь рассказывать. Чтоб тебе эти деньги боком вышли. Это уже смешно. Это уже смешно. Осы сәтте Әлихан жүгірді соққы және тағы да сейв жасап отыр. Керемет сәт. Это что-то за пределами фантастики. Вратарь творит настоящие чудеса. Әшімовты бұдан кейін ұлттық құрамаға міндетті түрде шақыру керек. Қазақстанның негізгі қақпашысы болады кез келді. Слушай, мне же, наверное, деньги за сегодня не надо возвращать. А? Я-то тут ни при чем. Ну да. Как всегда, ни при чем.
Ты ж только о своей жопе думаешь. Тренер, простите, я все испортил. Тебя удалили, меня удалили. Я не удивлюсь, если сейчас всю команду удалят. Поэтому не парься. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я с закрытыми глазами, ты веди меня, не дай сверну. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я с закрытыми глазами, ты веди меня, не дай сверну. Мой мир светлый, но сотканный из мрака. На жадных лицах вижу злость, это все бумага. Мне чутка, чтобы спятить окончательно. Мало говорю, но я слушаю внимательно. Я нашел причину, не сойти с пути. Оставайся человеком по любой, как ни крути. Не суди и не будешь присудим. Я нашел причину, не сойти. Подними кожу. Поднимай. Только вера во Всевышнего. Я с закрытыми глазами, ты веди меня, не дай свернуть. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я с закрытыми глазами, ты веди меня, не дай свернуть. Ты, по-моему, единственный в Казахстане президент клуба, который боится своего тренера. Да в смысле боюсь? Вон уже судья уже 2 пенки назначил. И что? И что? Фу! Может быть, уже сами выйдем на поле? Сами забьем этот гол? Раз уж они не могут в пустые ворота забить этот Джумбактаз. Ты чего орешь? Чего истеришь-то? Со своими решить не можешь. И мне что-то говоришь, да? А я предупреждал. Что вы еще? Что вы от меня требуете? Я не знаю, кого вы решили там кинуть, да? Если результата не будет, я ваши гребаные жопы прикрывать не буду. Я не собираюсь вас больше прикрывать! Да успокойтесь вы все, а! Заеб же. Я сейчас тоже своим позвоню, то дам. Ну что сидишь? Звони давай. И все, звучит финальный свисток. Поздравляем всех болельщиков футбольного клуба «Адель» с этой непростой победой. Біздің трансляцияның бас серіктесі ең үздік мобильді байланыс оператора «Актив». Нашим генеральным партнером трансляции является самый лучший оператор мобильной связи – «Актив». Сіздермен бірге бұл ойынды тамашалаған комментаторлар Әлімжан Асқар және Дидар Қадыров. Келесі кездескенше сау болыңыздар. До скорых встреч! А я думал, мы с тобой дружим, Мадир Канатович. Я уволю. Я сегодня же уволю этого тренера. Я клянусь, он нигде не будет больше тренировать в Казахстане. Теперь готовь бабки. Остальные матчи сам всех будешь заряжать. Остальные матчи я солью. Я клянусь, за это можешь не переживать. Ты мне и за этот матч также говорил. Вот как раз с федерации звонят. Пойду объясни им, что проблема не во мне, а в тебе. Там тебя шеф зовет. Зачем? Поговорить хочет. Кстати, с победой. Я же говорил. Иди ты в жопу, Азельбек. Ну зачем ты так? Я тут при чем?
Ну прости! Я же за вас переживал. Вечно недоволен. Сам иди в жопу. Что, говорят, вы меня искали? Не самое подходящее место, конечно, чтобы поговорить. Тяжелый матч сегодня был. Стресс. Сигареты не будет? Нервничаю. А, нет. Скурили. А разве Илан Умаров не должен вести здоровый образ жизни, подавать, так сказать, пример своим игрокам? А, не должен? Вот вы говорите, что тренер должен своим игрокам показывать, пример ставить. А вы знаете, что должен президент клуба делать? Интересно, и что же? Хотите, расскажу? Давай. Ну, как минимум, не сливать собственную команду. Чтобы в раздевалку не приносили деньги, не просили игроков, чтобы они сливали матч. Бороться с беспределом судейским. Вы же видели, что они творят? С федерацией общаться. Объяснить им, что так нельзя делать. Это же полный беспредел. И самое главное, не воровать чемпионство у собственной команды. Это же чистой воды воровство. Пацанов жалко. Ах, Ерлан, ну слышь меня? Слышь меня? Мы не будем в этом году чемпионами. Почему же? Потому что его уже выбрали. Да. Есть люди, которые выбирают чемпиона до начала чемпионата. И они нас не спрашивают. Это Казахстан. Здесь чемпиона определяют до начала чемпионата. Футбол – это бизнес. Ничего личного. Только давай без этих эмоциональных решений, да? Кто-то так зашел во время матча в судейскую. А это проступок. Причем серьезный. За него могут спросить. И отлучить тебя от твоей любимой работы на очень долго. Вы же знаете, почему я заходил к судьям? Потому что они полный беспредел был сегодня. Я им просто зашел и объяснил, кто они. Что они забирают будущее у наших детей. Но ты же знаешь, что закон есть закон. И его надо соблюдать. А это проступок. Как ни крути. А ты парень не глупый. Ну? Хорошо, я вас услышал. Я пойду, наверное. Кто бы сегодня не пытался бы нас слить, как бы вы там ни старались, а мы сегодня выиграли назло вам всем. И дальше будем выигрывать. Мы будем биться за чемпионство. Пацаны меня там ждут. Пойду хоть поздравлю. Все-таки выиграли. Это же ваш клуб, вы тоже должны были поздравить. Еще у нашего капитана горе, у него братишка родной умер из-за буков. Хуйню этого Володова хотя бы. Ладно, вам, наверное, даже это не понять. Я пошел. Спасибо. Алло. Он не согласился? У вас точно есть видео, как он заходит в судейскую? Угу. Тогда сливайте все и валите его нахрен. Мне такой несговорчивый тренер не нужен. Ерлан. Ты кусок. У пацанов мечта сделать денег, построить большой дом, не смотреть на ценник. Она судьба, не балуюсь с рождения. И каждый новый день это один и тот же понедельник. Раскидать бы долги, кредиты, коммуналки, съемной квартиры, пробки, мигалки. Стоим, курим у магазина, обсуждаем подорожание бензина. В целом вот такая вот картина. А нам бы на моря, чтобы все красиво. А пока мы пахнем и цветем, ничего, скоро заживем. Мама, я раскидаю всем свои долги,
Заживем, как короли. Обещаю тебе, мама. Я потерял себя среди других. В этом мире без любви мы всегда спешим куда-то. Автобус, команда уехал в гостиницу. Там они ждут своего тренера. Кто ждет? Команда. Тебя. Ты что, не в курсе? Я уже не ваш тренер. В курсе. Может, это недоразумение решится. Просто шеф, может, не в настроении. Как думаешь? Адильбек, вот скажи ты мне, где ты такое видел, чтобы тренера увольняли, когда он побеждал? Видел такое? По-моему, где-то было в практике. Где? Сейчас прям вспомнишь. Знаешь, в чем проблема в казахстанском футболе? Вот, предположим, мы стали чемпионами. Не так, как мы, справедливо, а просто вот кто-нибудь тянул бы нас из федерации, неважно. Платил бы судьям, убивал бы другие команды. И вот мы стали чемпионами. А на следующий год мы становимся на 10-м месте, потому что у нас закончились деньги. Потом еще какая-то команда становится чемпионом. Потом у них заканчиваются деньги. И опять они не чемпионы. И так в круговую, понимаешь? А наверху в это время рубят деньги. А мы между командами все хаваемся, ругаемся. Болельщики думают, что мы реально какие-то чемпионы, выигрываем. Каждый год какую-то команду губят, понимаешь? Каждый год где-то несправедливо. А потом на Еврокубке выходит эта команда, чемпионская, и пообсирается. Вот так, понимаешь? И этот беспредел, он бесконечный. И пока мы все сами не объединимся и не начнем жаловаться на это все, у нас никогда не будет развития в футболе. Но они попросили, чтобы ты пресс-конференцию не давал. А что, не боятся, что ли? Наверное. Я же всего лишь тренер. Шеф передал, чтоб ты молчал. Молчал? Или еще кого-нибудь слил? Если ты заберешь у нее эти деньги, я тебе жопу порву. У кого? Девушка, держи. Иди домой, отдыхай. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я закрытыми глазами в путь, ты веди меня, не дай свернуть. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я закрытыми глазами в путь, ты веди меня, не дай свернуть. Дорогие друзья, резко переходим на следующую серию. Ну, не дай бог, вдруг заблокируют. Надо быстрее двигаться, нового тренера искать. Как думаете, каким будет новый тренер? В детском футболе всегда есть деньги, просто они не доходят до детей, понимаешь? И насчет этого Ерлана не надо на него так сильно надеяться. Ну я как по мне, я же тренер все. Не всего лишь, а тренер. Первая лига Казахстана, как тебя? Вот нахрена ты этого Ерлана пригласил, скажи мне, а? Первая лига? Ты что, угораешь, что ли? Ты что, забыл, как меня с Адылем прибили, что ли? У вас точно есть видео, как он заходит в судейскую? Почему ты не хочешь, чтобы Ерлан тренировал нас? Я нашел причину не сойти с пути. Оставайся человеком по любой, как ни крути. Не суди, и не будешь ты судим. Я нашел причину не сойти.
Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я закрытыми глазами, ты види меня, не дай сверну. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я закрытыми глазами, ты види меня, не дай сверну. Моменты сумрака, где темноте нет и конца. Он не оставил меня в одного, он видящий сердца. Освещая путь, плохое заменяя лучшим. Он нашел меня заблудшим и повел путем прямым, идя на свет. Я на все вопросы в мире, я нашел один ответ. В сердце истина железно нерушима. Живу, восхваляя твое имя. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я закрытыми глазами, ты види меня, не дай сверну. Тут ничего лишнего, только вера во Всевышнего. Я закрытыми глазами, ты види меня, не дай сверну.